Татнефть-арена представляет 10 февраля. Встречай День влюбленных с Big Love Show. Был один в один воссоздан даже вот этот вот деревянный красивый балкон. Дом Бекмухаметова – здание с более чем вековой историей. Его практически с нуля удалось создать меньше, чем за год. Фасад в точности повторяет исторический, восстановлен по фотографиям. Один в один воссозданная по архивным документам усадьба 19 века. То есть есть еще фотографии где-то 2005 года, если в интернет зайти. Другой, более масштабный пример воссоздания – собор Казанской иконы Божией Матери. Работы здесь начались в 2016 году. Историческое здание воссоздается по указу Рустама Минниханова. Скоро храм предстанет в первозданном виде. Сейчас практически восстановлена верхняя часть собора. На территории монастыря проводятся научно-археологические работы. Расселены жители 24 квартир церковно-приходской школы, а также освобождены территории 13 гаражей. Завершить строительство и сдать объект планируется в следующем году. Вопросы охраны объектов местного значения сегодня обсуждали в мэрии города. Масштабная кампания реконструкции по инициативе президента началась еще перед универсиадой. Но тогда многие объекты приводили в порядок лишь снаружи. Сейчас стоит задача сделать здания красивыми и внутри. Как правило, под жилье, конечно, их сложно использовать, но и гостиницы, хостелы, рестораны, офисные здания, ну все что угодно. Обратили внимание и на другую проблему. Споры о внешнем виде торгового центра «Кольцо» ходят уже давно. В этом году решено изменить его облик. Проект обсудят с привлечением экспертов и общественности. Это здание многочисленно попадало во все антирейтинги архитектурных объектов города Казани, что, собственно, в конце концов действительно понял, что время пришло что-то менять. В прошлом году в Казани с помощью частных и республиканских средств приведены в порядок музей Тукая, лестницы в Ленинском саду, здание Шамовской больницы и другие. Чтобы процесс реставрации стал прозрачнее и понятнее, сейчас разрабатывают новую информационную систему по объектам культурного наследия. Рамиль Галиуллин, Марат Сафин, ТНВ, Казань.